Замечательно. Поехали. Самолет. Фамилия, имя, отчество, гражданин Туркменистана, и потом покажи и расскажи, какая сейчас ситуация. Чанлыев Янгиберген, гражданин Туркменистана. Ситуация Где вы такая. сейчас находитесь? Нахожусь в аэропорту Домодедово. Сколько дней вы уже там находитесь? Сегодня 5-й день. 5-й день. А, Покажите, прилетел ли самолет из Туркменистана? Вам сегодня сказали, что его не будет. да, самолет прилетел. Вот он. Вот. Туркменские авиалинии. Самолет стоит. Понятно. Туркменские авиалинии. Значит, Да. вы сегодня, к вам подошел сотрудник, который потом я с ним разговаривал. Что он вам сегодня сказал? Сказал, что надо согласовывать мой... Нет, давайте с того начнем. Что самолет не прилетит и не прилетит отмененный рейс. Так он вам сказал? Да, сказал отменен рейс, да. Возможен будет с 1 числа апреля рейсы регулярные 2 раза в месяц, сказал. Вот тогда я, может быть, полечу. Но вот сегодня сказал отменен рейс. Вообще не будет рейса. Но, как оказалось, рейс есть. Сказал, что связался с послом, с посольством, вот, консульством. Они сказали, что надо с туркменской стороной согласовать мой вылет отсюда. Скажите, Меня в пожалуйста, этот список... туркменская сторона знала, что вы там находитесь уже 15 дней? Посольство об этом знало? Да, как я понимаю, вот этот мужчина, он сказал, что обо мне все знают уже, и посольство, и консул. Понятно. Вот это письмо, которое я вам отправлял, о том, что туркменская авиалиния, что не будет рейсов до 31 числа, Да. регулярных рейсов до 31 числа, я понимаю, это чартерный рейс прилетел, по их словам, правильно? Да. Вот представитель аэропорта мне сказал, что даже вот который вылетят сейчас в Туркмению, вот, на этом рейсе, там нету граждан Туркмении. Там полетят сейчас в Туркмению русские, японцы, только не граждане. Там ни одной фамилии, сказал, граждан Туркмении нету. Мне вот этот вот Значит, мужчина. он полетит полный, получается, обратно тоже. Но Он без обратно граждан полетит. Туркменистана. Да, ни одного граждана Туркмении нету, сказал там. Только другие Понятно. А граждане. скажите, пожалуйста, вы на территории России сколько лет находитесь? Я в территории России с 2016 года, декабря. Понятно. Как вы сказали, что вы женаты, ваш Да, официальный брак, и вы да, решили добросовестно не нарушать законы, у вас было уже решение суда, вы должны были добровольно уехать. И вы да. попытались уехать, правильно? Да, по транзитной визе. Они мне, МВД России по Ярославской области, мне дал транзитную визу, чтобы я чтобы я попал домой через третью страну. Так как Так. отсюда прямых рейсов не было, в течение 3 дней уведомления мне дали. Вот, я пытался попасть через Узбекистан, но там тоже меня ждал неудача. А скажите, пожалуйста, вы купили билет за свои деньги, сели на Да, самолет, получили да, транзитную визу на территории Российской Федерации, посольства да, Узбекистана. Правильно я говорю? да. Нет, Вы полетели в Узбекистан. Как вы прошли границу? Все нормально прошли границу Узбекистана и нет. в аэропорту? У вас претензий не было на ваши транзитные визы? Претензии были. Претензии, спросили у меня. У меня узбекской визы не было. У меня российская виза транзитная. Я объяснил все. Я хочу пересечь границу. Если авиарейсов нету, я хочу пересечь границу Узбекистан-Туркменистан, по сухопутной границе. Они меня отпустили в город. Первый раз Да. я пошел до границы Бухары, я доехал на такси тоже. Не пустили меня, сказали, узбекская сторона сказала, вот тебе дорога, можешь идти. Но они связались с туркменской стороной, пограничниками, они сказали, мы не можем пустить, потому что у меня нет справки.
чтобы, ну, пустили они. Рекомендовали мне идти в посольство, обратиться и получить справку. Вы Вот, вернулись в Ташкент, в посольство приехали, я правильно? вернулся в Ташкент, обратился в посольство на следующий же день. Они мне сказали, что сейчас в Туркмению попасть очень трудно, так как еще не вывезли учащихся в Ташкенте. Они сначала будут вывозить всех учащихся, ну, которые застряли там в Ташкенте, потом уже очередь придет до меня. Сказал, могу, ну, что может меня в этот список записать, но это Включить. долго будет ждать. Вот. Да. Я Что вам сказал, предложили остаться в Ташкенте, получить рабочую визу и остаться в да, Ташкенте, правильно? да. Если вы могли бы остаться, то вы стали бы нелегалом, правильно? Да, если я бы остался, то да. Потом я То спросил, вы, что когда мне решили еще... не нарушать закон Узбекистана, вы решили Да. обратно купить билет. Куда? Не обратно. Я потом спросил, что мне делать тогда? В Так, Россию у меня уже закрыт въезд. так, Домой я не могу попасть. Вот у меня так. выбора нету. Что мне? Я не знаю, я в тупике. Посольство мне сказал, ну, работник посольства, купи в другую страну билет. Сейчас, например, Турция. Нас принимает, ну, граждан Туркмении принимает 30 дней Без без визы. визы. Да. Так, Вот. Потом получилось, я сначала не поверил им, пошел в турецкую посольство, рядом они находятся. Пошел в рядом турецкое посольство, они мне то же самое сказали. Они приняли меня, я записался в очередь, зашел туда в посольство, они открыли паспорт, там поговорили между собой, сказали, да, туркменам можно, ну, ехать туда в течение 30 дней без визы. Потом уже дальше, что хочешь, там и документы хочешь делать, делаешь дальше, да? Вот. так, Я обрадовался, купил билет за последние уже деньги, полетел в Турцию. так. Так как у меня здесь, в России, когда я хотел документы ну, легализовать, в 2019 году мне все испортили. Незнакомые мне совсем люди, они обещали мне все документами, все порядок сделать, но они, оказывается, мне фальшивые все визы сделали, фальшивые печати сделали. Они из Турции все. Ну, печати, как будто я из Турции прилетел в Россию. Вот, когда я в Турцию прилетел уже официально сам, они увидели эти печати фальшивые, сказали, а что это? Ты был в Турции? Я говорю, я нет, не был. Ну вот, допрашивали меня, откуда эти печати взялись, ну, фальшивые. Я сказал, ну, как есть сказал, вот, хотел документы делать, хотел все официально документы восстановить. Но я не знал, что так получится, и такие И вас хорошие обратно отправили в Российскую обратно Федерацию. отправили. Нет, они уже отправили меня в Узбекистан. Обратно в Узбекистан. Так, По Женевским конвенциям, да, они меня отправили в Узбекистан. Узбекистан уже второй раз, когда из Турции я прилетел, они посмотрели, уже там другие пограничники посмотрели, у меня нету визы, мы тебя не пустим. Первый раз пустили, когда я из России прилетел. Второй раз нет, мы тебя не пустим. Я говорю, ну, как быть тогда мне? Ну, как мне быть в этой ситуации? Нигде не принимает меня. Они говорят, не знаю, обратились в посольство. Из посольства человек пришел и говорит тоже, ну, не можем тебя ничем помочь, Туркмению именно отправить. Сейчас попробуем отправить тебя в Россию тогда. Если и Турция не принимает, и Туркмения принимает, тогда в Россию попробуем отправить. Я говорю, и там у меня закрыт въезд. Я понимаю, что сюда нельзя мне прилететь. Вот. Ну, не знаю, говорит тогда, или здесь остаешься. А там узбекская сторона, пограничники говорят, мы тебя здесь не можем держать. Ну, в аэропорту я находился, потому что с 16 числа до 20. Вот 20 числа у меня уже
и транзитная виза заканчивается, последний день, 20 числа, и они мне говорят, или ты покупаешь билет за свои деньги, улетаешь сегодня, пока у тебя виза есть действующая, мы тебя отправим в Россию, и там ты попробуешь решить свои проблемы. И мне также говорит посольство, ну, человек из посольства, представитель, говорит, лучше, говорит, ты в Россию полети сейчас и там попробуй решать, потому что у тебя и там жена, как бы, попроще, может быть, у тебя получится там что-то решить. Но я тогда подумал, не оставалось у меня других выборов, потому что там меня не пускают в город, в Ташкенте. Визу не дают. Я попросил визу, хотя бы дайте мне на месяц визу. Нет, не можем. Вот, получилось. Полетел я сюда за свои деньги, опять же. Купил билет, полетел, и здесь не пускают меня. Ну, это уже понятно. Значит, таким образом, еще раз имя ваше, я все забываю. Чанлыев Янгиберген. Янгиберген. Ян можно буду называть. Янгиберген. Да, упрощенно. Значит, Янгиберген буду ставиться. Ян. Еще раз Янгиберген. Значит, мы что должны предпринимать? Если сегодня самолет улетит, он 100%, вас не берут, уже заявили. Я бы обратился сейчас до нашего беседы с руководством миграционной службы. Они говорят тоже, посольство не хочет брать, говорят, он нет списка. Значит, у него ваша фамилия не согласована для приезда. Наша задача дождаться до 1 апреля. И если у вас позволяет паспорт, а он у вас остался 6 месяцев, да, до окончания срока? Нет, до 23-го года. До 23-го года мы будем сейчас стараться, что в России вас не примет, стараться сделать, чтобы вас приняло Узбекистан, дать вам визу, чтобы вы въехали, не находились в таких условиях. Или вы можете сейчас выехать в Грузию. Там мы будем решать этот вопрос, как вас там принять, потому что в таком положении не будет. Если после 1 числа Туркмения не заберет вас. Это раз. Вторая ситуация. По вашей супруге, которого официально женились. У вас, я так понял, вы мне прислали официальное бракосочетание, все законно. И даже при этих документах, которые у вас были, и вас подставили люди, я хочу сейчас обратиться к гражданам Туркменистана, находящимся и за рубежом. Не верьте, кто вам за деньги обещает отметку сделать, как будто вы въехали и приехали. Вот конкретный пример. Янгиберген попал в эту очень неудобную ситуацию. Из-за этого страдает. Будем решать вопрос вас. Я сейчас данное видео перенаправлю к руководству миграционной службы МИДа, чтобы МИД начал движение. Попрошу, чтобы это видео я пришлю вам отправить вашей супруге, чтобы она обратилась в Министерство иностранных дел Российской Федерации, как гражданка Российской Федерации, чтобы требовать от туркменской стороны, чтобы вас забрали. Это первое. Или на сегодняшний день пускай принимают решение, делают ноту, берут на себя ответственность и заводят на территорию России. Но это, я думаю, что невозможно. У вас есть решение суда. Поэтому держитесь. Все вас будут поддерживать. Если какая-то, может, материальная помощь, будем тоже поддерживать, чтобы вы там кушали. И вам дают сейчас там пищу? Кормят вас хорошо? Отношение пограничных войск к вам хорошее? Хорошую. Работникам все нормально, дай Бог им всем здоровья, спасибо моим родным пограничникам, я тоже пограничник, что вы смотрите хоть за нашим этим единственным гражданином, который попал в эту ситуацию. А в эту ситуацию многие другие попадали в начале коронавируса. Янгиберген, держитесь, будем на связи, у меня просьба к вам. Как только будет улетать, еще раз покажите наш родной самолет, как только будет он улетать, снимите, с надеждой на то, что он должен прилететь 1 апреля, чтобы не оказался как день смеха. Лучше мы будем смеяться тогда, когда вы сядете в самолет и скажете, действительно, 1 апреля для Яна, извините, это счастливый день. И чтобы вы увидели своих родителей, что вы вернулись, а там уже будем говорить, как вам дальше возвращаться. Хорошо? Хорошо. Покажите еще раз нам самолет, чтобы ребята, все наши зрители увидели.
наши соотечественники, которые мечтают сесть на этот самолет, тех разных стран хотят улететь туда, на родину. Вот он, наш родной самолет, который сегодня прилетел из Ашхабада и будет забирать не граждан Туркменистана, а граждан иностранцев. А мы будем ждать 1 апреля. Спасибо большое, Ян. Держитесь. Все. Спасибо вам Всего большое, удачи. что не свидания. забываете своих граждан. Спасибо вам тоже большое. Все, до свидания. Все, держимся, плачь. Yes. До свидания. До свидания.